Наш эфир продолжает брифинг оперативного штаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Про лесопожарную обстановку, пожалуйста, на сегодняшний день. Доброе утро. Всего на территории республики действует 40 пожаров, из них тушатся 6. Людей на этих пожарах работает 421 и 20 единиц техники. За сутки локализовано 3 пожара, ликвидировано 10. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории республики привлекались 9 воздушных судов. Работы по тушению проводятся в 3 районах. Это Мирнинский, Усьмайский, Чурапчинский. Приближенных и угрожающих населенных пунктов пожаров нет. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Во Владивостоке стартовал 2-й день Восточного экономического форума. Рабочая программа делегации Якутии уже началась. Прямое включение нашего корреспондента. Более 180 сотрудников авиалесоохраны Российской Федерации завершили работу в республике по борьбе с лесными пожарами и начинают отбывать на родину. В Выборге завершился один из старейших российских кинофестивалей «Окно в Европу», участниками которого стали якутяне. Расскажем об этом подробнее. На Восточном экономическом форуме, который сейчас проходит во Владивостоке, заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев заявил, что были подняты самые важные вопросы. Это вопросы стоимости жизни, цены потребительской корзины, дорог, здравоохранения и состояния городской среды. В этом году ВЭФ протекает в новом формате. На десятках площадках проходит обсуждение важных тем, и сегодня состоится встреча президента России с модераторами этих площадок, которые расскажут то, что обсуждалось на них. Я очень надеюсь, что те предложения, которые я сегодня сделал на совещании по социально-экономическому развитию, связанные с реновацией городов Дальнего Востока, связанные с выплатой материнского капитала за 3-го ребенка, будут поддержаны. Уверен в том, что если это состоится, то это даст такой толчок в развитии Дальнего Востока еще на какое-то количество шагов вперед. Нам это очень важно. Площадка Восточного экономического форума ценна именно тем, что собираются тысячи людей со всего мира для того, чтобы обсудить самые важные вопросы и найти решения. Я скажу честно, рад, что в этом году форум проходит. Он проходит с соблюдением всех правил безопасности. И мы уверены в том, что Восточный экономический форум приведет к тому, что просто Дальний Восток будет быстрее развиваться, а люди будут лучше жить. Сегодня на острове Русский города Владивостока 2-й день Восточного экономического форума. Рабочая программа делегации Якутии началась с 9 часов утра по приморскому времени. Более подробно о деловой программе этого дня расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров, который находится во Владивостоке и прямо сейчас с нами выходит на прямую связь. Дмитрий, здравствуй. Расскажи, какая программа намечена на этот день? Коллеги, доброе утро. Как вы видите, сейчас я нахожусь на аллее, которая называется Сакуровая аллея. Именно, тут видите, зеленые насаждения. Именно такие зеленые насаждения в скором времени появятся на побережье острова Русский. Сегодня делегация Якутии и в целом участники форума участвовали в акции «1000 реликтовых деревьев», которую организовала мэрия города Владивостока для восстановления флоры и фауны Приморского края. А далее делегация Якутии принимала участие в подписании соглашения с банком Дом РФ, в рамках которого будут строительство домов, благоустройство территорий и многое другое. Давайте послушаем, что нам сообщил представитель компании Дом РФ, чем они будут заниматься в рамках данного меморандума.
искренне вас благодарен. Сегодня подписывается меморандум между Домом РФ и республикой по поводу реализации проекта инфраструктурных облигаций. Это наша компетенция. Инфраструктурная облигация – это такой механизм, который позволяет привлечь с рынка деньги, но для регионов это деньги будут дешевые. 3-4% всего на 15-30 лет. За счет этих денег можно строить дороги, социальную инфраструктуру, инженерную, коммунальную инфраструктуру. Соответственно, это возникает хорошие возможности для того, чтобы увеличить жилищное строительство, объем жилищного строительства. И поэтому мы активно сейчас используем этот инструмент в целом в стране и на Дальнем Востоке. Целый ряд регионов сегодня с нами оформляет подобного рода меморандум. Мы заходим сегодня на Сахалин, Магаданскую область, Хабаровский край, Приморский край. И вот с Якутией мы тоже сегодня подписываем такое соглашение. Важный это этап, который обозначит конкретные объекты и в Якутске, и в Нерюнгри, и позволит создать вот эти площадки, потому что в стоимости жилья, к сожалению, очень квадратного метра очень много приходится процентов до 10-15, то есть 20% именно на инженерную структуру, дороги и так далее. Если это будет сделано вот таким образом за счет дешевых относительно денег, то возможности по строительству социальных объектов жилья резко возрастают. С разваливающимися домами. Ну а в эти минуты глава региона принимает участие на встрече с генеральным директором Росагролизинг. Это представители компании Росатом. Идет подписание соглашения. Также в течение дня делегация Якутии примет участие в ряде мероприятий. Это также круглые столы, дискуссионные площадки. Ну а после обеда состоится главное мероприятие сегодняшнего дня. Это пленарное заседание Восточного экономического форума с участием главы страны Владимиром Путиным. Более подробно мы будем освещать в последующих выпусках наших новостей. На этом у меня все, коллеги. Спасибо, Дмитрий, за полную информацию. Напомню, с нами на прямой связи из Владивостока был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Мы продолжим следить за развитием событий на экономическом форуме. Более 180 сотрудников авиалесоохраны Российской Федерации завершили работу в республике по борьбе с лесными пожарами. В минувшие сутки отряды из Томска, Тывы и Алтая в составе 90 человек улетели на родину. И еще чуть более 90 сотрудников авиалесоохраны из Абакана отбывают сегодня. Огнеборцы работали в республике на протяжении почти 3 месяцев. По словам пожарных и десантников, борьбу с огнем значительно усугубила труднодоступность местности, а отсутствие дорог не позволяло доставлять бульдозерную технику на места. Часто приходилось работать лопатами и тушить пожары с помощью минерализованных полос. При этом профессионалам охотно помогали местные жители. Мы сидели в самом начале сезона под Харо, населенный пункт такой. И местные жители все, в принципе, очень активно сотрудничали, помогали. Кто выходил непосредственно работать на кромку, кто-то подвозил воду, просто транспорт свой предоставлял, чтобы нам удобнее было и быстрее перемещаться. Какие-то стежки, дорожки показывали свои местные. И мы от этих вот мест как-то опирались, от дороги отжигались, еще что-то. А в общей сложности здесь, в Якутии, работало более 500 человек. В различные периоды тут работало очень много людей. К другим темам. Видеокамеры на участках для голосования. Чтобы обеспечить контроль за избирательным процессом, будут доступны всем участникам политического процесса. С 17 по 19 сентября будет вестись непрерывное видеонаблюдение на избирательных участках. В Якутии видеокамерами оснастят 277 участков и 35 территориальных избирательных комиссий. На остальных участках будет организована видеозапись. Благодаря такой системе можно зафиксировать весь процесс голосования. Трансляция с участков будет идти все 3 дня выборов и 2 ночи, 1 и 2 дней голосования. При этом съемка будет осуществляться непрерывно, а запись с камер будет храниться в течение 1 года. Напомню, единый день выборов в Государственную Думу 7-го созыва 19 сентября 2021 года одновременно с выборами в Госдуму должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов Российской Федерации и 39 региональных парламентов. В этом году у нас можно наблюдать за ходом голосования и за подсчетом голосов, получив аккаунт. То есть будет транслироваться через служебный портал, и все партии, которые выдвинули кандидатов, сами кандидаты, наблюдатели, средства массовой информации и также такие неравнодушные граждане могут получить аккаунт,
и наблюдать уже заходя в служебный портал. То есть это будет ключ для служебного портала. В Выборге завершился один из старейших российских кинофестивалей «Окно в Европу», участниками которого стали якутяне. Съемочная команда фильма «Вертолет» презентовала свою картину. До вылета в Якутск группа встретилась и с моей коллегой Айсеной Бурнашовой в Москве. Об их участии на фестивале, отзывах зрителей и кинокритиков смотрите далее. 29-й по счету фестиваль «Окно в Европу» традиционно прошел в Ленинградской области. Фильм «Вертолет» открыл конкурсную программу игрового кино. Картина рассказывает о семье с младенцем, которая приезжает в отдаленную северную деревушку навестить родителей. Уже с первых кадров мурашки по коже. В селе размыло дороги, люди оказались без электричества и связи, а ребенка постигла дизентерия. Единственной надеждой на спасение может стать вертолет, который, возможно, не прилетит. Молодой отец решается пересечь реку и добраться до помощи, но безуспешно. Был такой момент, когда мы снимали крупные кадры. Я хотел подняться, и у меня ноги не слушались. Было жалко себя, не героя, которого я играл, а было жалко себя, потому что действительно экстремальные съемки были. Съемки фильма проходили в мае 2015 года в Аймяконском улусе. Всего за 1,5 месяца команда сняла всю ленту. Чувство отчаянной безнадежности, кадры тяжелой жизни на севере тронули сердца многочисленных критиков фестиваля и, конечно, зрителей. Мы хотим рассказать о себе, о нашей жизни в 21 веке, как у нас там живут люди. Реальные истории, они, хоть и трагедии, они должны освещаться, чтобы потом такого не повторилось и, дай бог, все у нас хорошо было. Ленту уже назвали миксом драмы, психологического триллера и мистики. Сейчас съемочная команда готовит фильм к российскому прокату. Согласование премьерной даты идет полным ходом. Конкурс – это конкурс, да? Наша сейчас следующая задача состоит в том, что мы должны договориться с дистрибьюторами, чтобы побольше людей посмотрели, наших граждан нашей большой страны. И наши агенты, наши друзья сейчас занимаются этим полным ходом. Да. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва, Выборг. Вот кто точно думает о будущей профессии, а точнее определился с ее выбором, так это ученики Алроса класса. Профильный класс на базе второй школы в городе Мирный работает 3-й год. В этом году в Алроса класс пойдут учиться 15 школьников. В прошлом году лицей выпустил 28 ребят. Чтобы попасть в профильный класс, школьники проходят конкурс, учитываются оценки в аттестате. Затем нужно пройти тестирование по математике и физике. Затем с ребятами работают специалисты Центра подготовки кадров. Выявляют склонности к техническим направлениям. В Алроса-классе школьники углубленно изучают технический английский язык, проходят обучающие тренинги по софт-компетенциям. Ребята участвуют во всероссийских и международных конкурсах и конференциях, изучают общую информацию об алмазодобывающей промышленности. К слову, в Алроса-класс старшеклассники случайно учиться не идут. Так или иначе планируют связать жизнь с алмазодобывающей промышленностью. Я выбрала это направление, потому что для меня это вызывает большие перспективы. Я вижу в этом свое будущее. То, что там очень много приоритетов по сравнению с обычным классом. В Алросе, получается, ты получаешь более точные и больше знаний в таких физико-математика, допустим, информатика, таких вот предметах. К этому часу это все новости. Хорошего дня!